Невозможно вылечить, еще не значит, что невозможно помочь. Речь идет о паллиативной помощи. Эта тема чувствительная и сложная, но говорить о ней надо. Поддержать самых тяжелых пациентов, не только снять боль, дать возможность жить, а не существовать под гнетом болезни. Эти нюансы объясняет ингушским коллегам доктор медицинских наук, врач-гематолог высшей категории, детский врач-онколог Элла Кумирова. На выездном обучающем семинаре разбирают все, что касается оказания паллиативной помощи детям, то есть неизлечимых болезней. Первым делом лектор объясняет, как и откуда возникло это направление. Вот эта вот милая старушка, она вообще не врач, она социальный работник. Она первая создала хоспис на территории Великобритании. И к ней приехал доктор из Канады, Балфур Монт такой. Приехал, посмотрел, что она делает, и назвал это паллиативной помощью. Он впервые дал определение паллиативной помощи. В Ингушетии служба оказания паллиативной помощи детям впервые появилась летом прошлого года. Это отделение выездной бригады, в которую входят не только врачи узкой специализации, как неврологи и педиатры, но и соцработники вместе с психологами. Причем многие ошибочно думают, что к паллиативным заболеваниям относят только онкологию, в то время как других диагнозов в этой области встречается намного больше. По НКБ-10 их 574. 574 диагноза, устанавливая которые мы сразу с вами можем обосновать паллиативный статус ребенка. Дальше. И онкологическая патология, посмотрите, составляет только 10-20%, не больше. Все остальное – это ваше, это педиатрия, это не онкология. У всех обычно такой, знаете, паллиативная помощь, значит, онкологический больной. Нет. У всех такой принцип в голове, да, у всех вот такой вот, это тоже наш миф, но это на самом деле не так. Больше всего других неонкологических заболеваний. Обучающий выездной цикл от ведущих московских медиков проведут в течение декады. Для этого в Ингушетию из Москвы приехали 3 врача. Модели паллиативной помощи, ее организация и профессиональная команда, которая должна работать сообща. Доктора будут делиться всеми знаниями в этой области с ингушскими коллегами. Мы коснемся вопросов обезболивания, о том, какие препараты нужно использовать, какие режимы, как ротировать опиаты, какие дозировки, как правильно, каким деткам нужно одни препараты, каким деткам нужны другие препараты. Мы будем рассказывать о редких заболеваниях, с которыми приходится сталкиваться врачам и паллиативным командам, чтобы оказать помощь. Это больные с мукополисахаридозом, это больные с онкологическими заболеваниями, это больные с болезнями, мышечными дистрофиями. То есть вот такой большой комплекс, с которым приходится нам сталкиваться. Кроме того, мы отдельно будем освещать вопросы искусственной вентиляции легких на дому. Помощь неизлечимо больным в Ингушетии оказывается на дому. На учете в регионе сегодня состоят более 200 детей, нуждающихся в паллиативной поддержке. Кто-то из них захочет работать непосредственно в паллиативной службе, и у них будет для этого все основания. А кто-то будет применять свои знания уже участковым врачом, потому что наши участковые врачи, к сожалению, несколько опасаются таких тяжелых больных, потому что они не могут помочь ему в меру тех знаний, которые они имеют на участках. На самом деле, если они зайдут в дом, и у них будет больше знаний и информации, что донести, им будет более комфортно и родителям обратиться, и врачам работать с такими пациентами. Это будет квалифицированно, и правильно. Поэтому этот цикл был организован. Такие циклы есть, конечно, и выездные, то есть когда наши доктора ездят в Москву, или в какие-то другие города, или есть онлайн-циклы. Также на встрече обязательно затронуты вопросы организации лечебного питания для больных детей. Это большая-большая проблема. Мы очень часто видим, что детки истощенные не потому, что они плохо едят, а потому, что у них не усваивается вот это питание, которое обычно, к которому мы с вами все привыкли. И поэтому им нужны обязательно специализированные смеси, им нужен специально диетолог, который бы помог паллиативному специалисту и помог этой семье организовать нормальное питание, чтобы ребенок рос, развивался. Эти дети часто нуждаются в социальном обеспечении, и
паллиативные команды тоже с этим работают, объясняют этим семьям, как получить инвалидность, как получить различные оборудования, которые нужно для того, чтобы ребенок жил, дышал. Такие образовательные площадки организовываются уже в 4-й раз. Цикл продолжит и дальше. Последние уроки закончатся на следующей неделе, где будут разбирать мануальные навыки. Сама служба паллиативной помощи для Ингушетии хоть и новая, но очень востребованная. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.